Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. И сегодня в гостях нашей программы новый, свежеиспеченный министр жилищно-коммунального хозяйства республики Вячеслав Емельянов. Добрый вечер, Вячеслав Добрый Павлович. вечер. Мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос нашему гостю вы можете по телефону 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 05 02. Вячеслав Павлович, я вас поздравляю с назначением на эту должность, а также с наступающим профессиональным праздником. Спасибо большое. День ЖКХ у нас отмечается традиционно каждое третье воскресенье марта. В этом году выполнено 21 число. Вот, то есть мы накануне прям праздника. Расскажите, пожалуйста, когда у работников вашей сферы начинается отчет Нового года? Потому что большинство ведомств отчитывается 31 декабря, допустим, работников образования это 1 сентября, а у вас же вроде бы как круглый год сезон. Да, действительно, у нас отчет отрасли такового нету, начала и конца. Прохождение отопительного сезона, подготовка к прохождению следующего отопительного сезона — это практически круглогодичные процессы, которые, можно сказать, ежеминутно, ежесекундно, ежечасно продолжаются круглый год. Поэтому можно сказать, что отрасль ЖКХ и энергетики, в частности в Якутии, практически никогда не останавливается. Бесконечный процесс, который продолжается для надежного, бесперебойного энергоснабжения наших потребителей по всей республике. Но все же День коммунальщика такая некая точка отчета для вас, нет? На самом деле День коммунальщика у нас, как вы правильно отметили, отмечается каждое третье воскресенье в марте месяце. Это, наверное, такой месяц, когда можно сказать, что вроде более бы такой отопительный сезон, максимум отопительного сезона проходит, идет, так скажем, смягчение в отрасли ЖКХ, но тем не менее, еще раз повторюсь, что для коммунального комплекса, для энергетики нет такого периода, когда нужно расслабляться и все время нужно думать о надежности и бесперебойности энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения наших потребителей. А какие месяцы самые аварийные или самые напряженные? Ни для кого, конечно, не секрет, что технологические нарушения имеют место быть, но можно с уверенностью сказать, что ежегодно количество аварий и технологических нарушений на объектах коммунального комплекса энергетики уменьшается. Естественно, по тем авариям и технологическим нарушениям, которые имеют место быть, можно с уверенностью сказать, что наши основные ресурсоснабжающие организации, наши коммунальщики, энергетики очень оперативно сейчас реагируют на эти вопросы и максимально короткие сроки устраняют те аварии и технологические нарушения, которые возникают на объектах коммунального комплекса и энергетики. Но как новый министр, хотя вы уже работали первым заместителем министра, человек не новый в отрасли, какие вы задачи ставите на перспективы перед отраслью ЖКХ и энергетики, да, и перед собой лично в качестве теперь министра? Да. Безусловно, надежность энергоснабжения потребителей — это первостепенная задача. Завоз топливно-энергетических ресурсов, своевременный завоз в арктические северные районы — это приоритетная задача, практически которая выполняется круглый год. Но автозимник для нас — это такой короткий период, когда мы должны обеспечить завоз топливно-энергетических ресурсов в объеме более 760 тысяч тонн в установленное время, установленные сроки, для того, чтобы мы прошли успешно этот зимний период и успешно перешли на следующий отопительный сезон. Есть такие места, где у нас топливо завозится в течение 2,5 лет. Это особенности нашей республики. Это арктические районы, Это арктические районы труднодоступные, да. И если говорить по задачам и целям, мы продолжаем традиции касаемо финансирования наших региональных проектов в области развития коммунальной инфраструктуры, энергетики. Большая задача стоит по вопросам, связанным с реформированием по обращению твердых коммунальных отходов, цифровая трансформация в жилищно-коммунальном хозяйстве, и вопросы, связанные с реализацией национальных проектов в рамках чистой воды
в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда» по подпрограмме «Чистая вода». Мгм. До завершения отопительного сезона остается, ну, примерно 2 месяца, мы так считаем, да, но я знаю, что в Якутии он проходит по-разному, где-то заканчивается раньше, где-то позже. Вот как проходит сейчас отопительный сезон и подробнее вот про завоз топлива. Значит, отопительный сезон 2021 начался своевременно во всех муниципальных образованиях. По итогам большой проведенной работы что и коммунальных предприятий, что и энергетиков, и в муниципальных и городских образованиях мы впервые в прошлом году получили 45 паспортов готовности всех муниципальных образований и городских округов. Это, значит, впервые в истории Якутии. Это означает слаженная работа и власти на местах, и наших предприятий. Да. Значит, что касаемо завоза топливно-энергетических ресурсов, ну, я повторюсь, колоссальные объемы топлива необходимо завозить непосредственно на места. И в этом плане мы сейчас идем по графику, отставания нет, и я более чем уверен, что с этой задачей мы справимся и плавно переходим уже на навигацию для доставки топливно-энергетических ресурсов непосредственно в населенные пункты. А топливо, которое вот по зимнику завозится, какой самый длинный, самый длинный маршрут? Участок вы Да, имеете? да, да. Плечо, да? Ну, здесь по-разному. В арктических районах эти расстояния измеряются не десятками, а сотнями километров. Есть населенные пункты, которые находятся от, так скажем, накопления топлива в 600-700 километрах от точки запаса топливно-энергетических ресурсов. И туда можно только по зимнику проехать? Да, вот я повторюсь, есть населенные пункты, где доставляется топливо в течение 2,5 лет. Это не означает, что там мы То есть просто, завезли раз в 2,5 года и в следующий раз через 2,5 мы года? просто в одну навигацию физически не успеваем, да, то есть из-за климатических особенностей. То есть река, море, потом через море, допустим, значит, Колыма. С Колыма уже следующая навигация, да, потом доставляется до, значит, точки накопления, потом уже после устоявшегося автозимника в следующем, во втором году уже обеспечивается доставка топлива, и с этим связана сложная логистика и сложности, так скажем, прохождения отопительного сезона, но тем не менее с этой задачей наши предприятия справляются. Вы упомянули, отвечая на предыдущий вопрос про нацпроект «Чистая вода». Как раз в конце отопительного сезона жители Якутска, по крайней мере, раньше точно сталкивались с проблемой качества питьевой воды. Ну вот в республике в рамках этого нацпроекта «Жилье и городская среда», да, если я не ошибаюсь, Да. «Чистая вода» туда включена. Подпрограмма «Чистая вода». Подпрограмма «Чистая вода». Это подпрограмма нацпроекта, это не Да. региональная программа. Да. Это подпрограмма Нет, есть нацпроекта. региональная программа отдельно, вы правильно отметили, да. Мы в рамках исполнения второго указа главы республики об экологическом благополучии, не зря глава республики поставил такую амбициозную, очень важную задачу, важную для всех потребителей нашей республики, да, для всех жителей. Мы, значит, разработали свою региональную программу, и в рамках этой региональной программы мы до 2024 года должны обеспечить качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения порядка 76% населения нашей республики. На сегодняшний день эта цифра составляет порядка 54%, то есть более чем на 20% в течение 3 лет мы должны улучшить данные показатели. Мы в рамках взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, значит, реализуем проекты с финансированием из федерального бюджета. Это такие объекты, как водоочистное сооружение в Алекминске. Сегодня реализуется проект по строительству водоочистной станции в городе Покровске. На сегодняшний день в Покровске у нас готовность составляет порядка 16% строительно-монтажной работы. В этом году, к концу этого года, мы должны ввести данный объект в эксплуатацию. Ну и ряд мероприятий по отдельным населенным пунктам тоже реализуются. Вот если я не ошибаюсь, в Нерингре меняется тоже вот система. Да, мы в прошлом году также в рамках взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти реализовали проект по строительству, значит, водоочистной станции. Да. Этот проект реализован, введен в эксплуатацию.
и значит, качество обеспечения чистой питьевой водой населения в городе Нерюнгри непосредственно, можно сказать, что качественно улучшилось. Лучше. То есть у них уже теперь Да. чистая вода. А федеральная программа «Чистая вода» и региональная программа «Чистая вода» — это вот, ну, разные объекты, да, получается? Ну, мы в своей региональной программе, естественно, синхронизируем что федеральную, что региональную программу. Да, я повторюсь, что мы, значит, в рамках данного национального проекта очень плотно отрабатываем с муниципальными образованиями. Есть определенные требования от федеральных органов исполнительной власти, наших коллег, можно сказать, очень, так скажем, близких к нашему министерству. Есть госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В рамках данного взаимодействия мы готовы получить от них финансирование, но есть определенные требования, еще раз повторюсь, это наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, да, это определенные заявки, это проходит через правление госкорпорации фонда. Эта работа, можно сказать, что ежедневно продолжается. А вот после аварии знаменитой на Ириляхском хранилище, да, хвостохранилище Алроса в Мирнинском районе, там тоже должны были за счет уже компании, да, какие-то обеспечить чистой водой население вот, Улусов, где протекала эта река. Да, действительно, мы, значит, за последние 2 года провели, я бы сказал, очень даже большую работу в части обеспечения чистой питьевой водой 14 населенных пунктов Вилюйской группы районов. Наши партнеры, инженерные сети, сооружили, можно сказать, за свой счет, ну, в счет аванса, да, значит, 14 водоочистных станций. Несколько станций введены уже в эксплуатацию. Потребители, ну, жители, значит, в этих населенных пунктах уже потребляют чистую воду. А финансирование, вот как вы правильно отметили, идет от компании «Алроса» через наш фонд будущих поколений. И данный механизм финансирования сейчас продолжается. И я думаю, что в скором времени все станции будут работать, ну, по своей мощности для, так скажем, удовлетворения потребностей жителей этих 14 населенных пунктов. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос нашему гостю, министру ЖКХ и энергетики республики, вы можете прямо сейчас по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или прислать вопрос, не звонить, а прислать вопрос на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. Вячеслав Павлович, а как проходит реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в республике? Ну, насущный вопрос, я бы сказал, да. Есть определенные сложности у наших региональных операторов, связано это с тем, что, значит, ну, если по причинам расписывать, да, это нехватка специализированной техники. Ни для кого не секрет, что при наших больших территориях есть определенные сложности в доставке твердых коммунальных отходов непосредственно в полигоны, да, это межсезонье, это наши автозимники. Есть определенно, ну, так скажем, амбициозные задачи, которые поставлены главой республики, да, руководством нашей республики по, значит, нашему полигону в городе Якутск, да, 9-й километр, по переносу данного полигона на 27-й километр Вилюйского тракта. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация, параллельно будут вестись данные работы по подготовке полигона на 27-м километре, и в ближайшее время, в соответствии с поручением главы республики Ясена Сергеевича Николаева, данные вопросы должны быть решены. Наше министерство с, значит, нашим подведомственным предприятием ГУП ЖКХ, региональным оператором, сейчас проводит очень серьезную и большую работу совместно еще и с нашими коллегами с органов исполнительной власти для того, чтобы данный вопрос решить, и для того, чтобы город Якутск, ну, условно говоря, вот в последние несколько дней все жители наблюдают за тем, что происходило, да, было возгорание
Мы, значит, на сегодняшний день, ну, опережая, наверное, те вопросы, которые могут задать наши телезрители, на сегодняшний день я скажу, что задействовано более 50 единиц техники самосвальной для завоза инертных материалов, то есть песка. Да, то есть просто тушить водой свалку, к сожалению, это эффекта не дает, потому что есть определенные, так скажем, ну, химические реакции, да, связанные с тем, что полигон уже действует давно. Единственный способ потушить — это, значит, условно говоря, закапывать и бульдозером, значит, буртовать и тушить пожар, который сейчас мы наблюдаем в полигоне на 9-м километре. И в ближайшие дни данный вопрос по пожару будет решен и, ну, полностью локализован. Вот как раз вопрос на горячую линию в тему пришел. Добрый вечер, я житель базового переулка города Якутска. У меня вопрос по свалке, которая находится на 9-м километре Вилюйского тракта. Мы, жители базового переулка, с конца 2020 года подвергаемся запаху едкого дыма от возгорания свалки. Невозможно дышать даже зимой. Требуем принять меры по закрытию данной свалки. Когда появится вот все-таки новый полигон? Ну, я еще раз повторю, что мы к концу этого года должны решить вопрос по закрытию полигона на 9-м километре. К концу этого года? К концу этого года, да. И, значит, очень амбициозная задача сейчас стоит. Вроде бы просто полигон сделать там, на чистополе. Здесь есть определенные очень жесткие требования в соответствии с законодательством, санитарными правилами и нормами. Есть жесткие требования со стороны Росприроднадзора, да, природоохранной прокуратуры. То есть мы не можем обойти букву закона и действующие нормативно-правовые акты, да, и просто сваливать мусор где попало. Вот, поэтому и требуется разработка соответствующего проектного документа, получить экспертизу, при этом еще и получить экологическую экспертизу. В этой связи, я еще раз повторюсь, задача, которая поставлена руководством республики перед нами, перед всеми нашими коллегами с органов исполнительной власти, в том числе и нашим подведомственным предприятием ГУП ЖКХ, задача стоит в этом году эти вопросы все решить. В течение 2021 года. В течение этого года, да. Но вообще ведь проблема с полигоном для отходов не только в Якутске. Да, У нас вообще есть полигоны, которые отвечают всем требованиям? Есть полигоны, которые зарегистрированы ГРОРОН, но, значит, по всем населенным пунктам этот вопрос очень остро стоит. Да, я повторюсь, мы сейчас работаем с Министерством природы Российской Федерации. Вот буквально на этой неделе прилетали коллеги на уровне заместителя руководителя департамента, и обсуждался этот вопрос. Есть требования Министерства природы, есть, ну, так называемый 303 приказ, по которому мы сейчас работаем по, значит, в части того, чтобы полигоны существующие до 2023 года их действие продлить, ну и, соответственно, параллельно решать вопросы, да, связанные с уже, так скажем, по букве закона требующие, да, и по санитарным нормам и правилам новые полигоны реализовать в населенных пунктах, по крайней мере, в районных центрах, да, а по остальным населенным пунктам уже вопросы будут решаться в рамках утилизации или там установки определенных для обработки твердых коммунальных отходов. В этом плане ведется очень тоже требовательная работа, да, как и со стороны, повторюсь, и надзорных органов, так и со стороны федеральных органов исполнительной власти. Ну вот, кстати, все должно быть по федеральным нормам. В то же время у нас с отходами есть своя специфика, да, в Якутии, потому что есть твердые коммунальные отходы, есть жидкие коммунальные отходды, и у нас еще есть, да, мерзлые, которые вот бытовые отходы, да. Они как? Они зимой как твердые квалифицируются, летом как жидкие или что? Знаете, мерзлые бытовые отходы, так называемые, да, не квалифицируются, значит, Министерством природы Российской Федерации как твердые. Да? Значит, по правилам они должны утилизироваться через канализационно-очистные сооружения. Как жидкие. То есть должна быть определенная технология для того, чтобы переработать мерзлые бытовые отходы и, соответственно, его сделать их жидкими. Да. То есть специальные какие-то устройства, которые это размораживают? Да, мы как раз буквально вчера проводили круглый стол с участием, повторюсь, Министерства природы Российской Федерации. Этот вопрос очень детально обсуждался, в том числе и с главами муниципальных образований, с участием и контролирующих органов прокуратуры, природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора.
А какие проекты по развитию энергетики сейчас есть в Якутии, и как их реализация повлияет на Если жизнь говорить, нашу? да, если говорить о большой энергетике, Мгм. да, перед нами стоит задача строительства Якутской ГРЭС-2 второй очереди. Это возле площадки Якутской ГРЭС-1 старая, так называемая, да, что позволит вывести морально и физически устаревшее оборудование Якутской ГРЭС-1. Большая задача стоит по строительству линий электропередач, открытие так называемых закрытых центров питания в Вилюйской группе районов. Это строительство линии Сунтар-Нюрба 110 киловольт, это строительство линии Сулгачи-Амга 110 киловольт. Ну и большой комплекс мер, связанных с реконструкцией существующих линий электропередач. Для сведения хочу сказать, что в республике более 27 тысяч километров линий электропередач разного класса напряжения. И, безусловно, задачи по модернизации, ремонту, реконструкции этих линий являются приоритетной задачей для нашего министерства и наших основных гарантирующих поставщиков. Мгм. А что касается вот небольших проектов возобновляемой энергетики там на севере, то есть вот, допустим, в Тикси знаменитые эти наши ветряки японские, их ввели в эксплуатацию в конце года весь комплекс уже, то есть не только ветряки, а уже, значит, подключили дизель. Вот как дальше вы планируете развивать альтернативные источники энергии? Вот я слышала, еще был проект по небольшим атомным станциям совместно с Росатомом тоже вот для северов. Да, что касается зоны локальной энергетики, это энергоснабжение наших арктических северных районов. Вы правильно отметили, вот пример Тикси очень хороший. Здесь наши японские коллеги очень тщательнейшим образом подошли к решению этого вопроса. Специально для условий Тикси создали ветродизельную установку. Да. Комплекс это у нас что? Это возобновляемый источник энергии в виде ветряных электростанций мощностью 900 киловатт. И современная дизельная станция, которая работает в купе с возобновляемым источником энергии. Мы в прошлом году совместно с компанией «Росгидро» подписали 6 энергосервисных контрактов, то есть привлекли инвесторов для реализации аналогичных проектов в Момском и Верхоянском районах. Ветродизельные тоже. Здесь будут применяться, ну, мы говорим, если о возобновляемых источниках энергии, да, то это будет солнечная генерация, потому что инсоляция Арктики и севера нашей республики, для сведения, сопоставима с Краснодарским краем. За счет полярного дня она еще... Да, за счет полярного дня. И вот та солнечная станция, которая у нас установлена в Батагае, в Верхоянском районе, попала, между прочим, в книгу рекордов Гиннесса как самая северная солнечная станция большой мощности 1 мегаватт. Мы вот беспрецедентно в этом году с компанией «Росгидро» в рамках соглашения будем подписывать энергосервисные контракты в 66 населенных пунктах Арктики и Севера. И это нам позволит модернизировать, отреконструировать те дизельные станции, которые сейчас находятся на севере Арктики, да, с использованием возобновляемых источников энергии. Солнечная генерация, возможно, где-то будет это ветряная генерация. Ну, то есть это все будет зависеть от, так скажем, геолокации населенных пунктов. То есть в этом направлении ведется очень большая работа, да, и я для себя тоже перед собой ставлю задачу данную работу по привлечению инвестиций в республику и модернизации объектов генерации, ну, считаю, одной из самых тоже главных задач Министерства ЖКХ и энергетики. А вот по поводу атомных вот этих вот проектов с Росатомом, Да. малых атомных Значит, электростанций. Мы сейчас совместно с госкорпорацией «Росатом» в рамках также соглашения приступили, можно сказать, уже в части работы по обоснованию инвестиций в строительство атомной станции малой мощности. Определена площадка в Устьянском районе. Да. Сейчас проводятся работы начата работа по общественному обсуждению непосредственно в Устьянском районе по данным вопросам. Переходим уже, как я сказал, к обоснованию инвестиций, и, соответственно, мы должны в рамках нашей дорожной карты, которую мы подписали между правительствами и госкорпорацией «Росатом», ввести в эксплуатацию данное сооружение к 2028 году.
Мгм. Наши новостники часто ездят на съемки проблемных домов по теме капремонта. Где-то его сделали некачественно, какие-то дома не успевают из программы капремонта отремонтировать вовремя, да, в течение года, или остаются неотремонтированные дома прошлых лет. Вот почему так происходит и какие меры принимаются для улучшения ситуации? Да, региональная программа капитального ремонта, когда ее только принимали в 2013 году, состояла из более чем 6800 домов, и большая часть из них составляла деревянный жилфонд. Ну, деревянный жилфонд — это у нас обычно двухэтажные 18-квартирные дома. Да? На сегодняшний день количество домов составляет чуть более 4500. На сегодняшний день с 2014 по 2021 год отремонтировано более 1000 домов, если быть верным, там 1021 многоквартирный дом, да. В этом году, вернее, в прошлом году, в 2020 году, отремонтировано более 200 домов. Если сравнивать с прошлым годом, то есть увеличение порядка на 30% выполнения капремонта. Да, действительно, есть дома, которые, к сожалению, переносятся на следующий год, а то и на 2-3 года, да, но данные дома в приоритетном порядке будут ремонтироваться, значит, в текущем, в следующем году, да, ну, то есть это как бы переходящие дома, и они приоритетно будут ремонтироваться. Мы сейчас ведем работу по, значит, стабилизации выполнения капитального ремонта, что касаемо краткосрочного плана и самой региональной программы. Поступательная работа в этом плане ведется, и хочу сказать, что это проблема, возникшая не вчера и не сегодня, да, то есть в чем была проблема? Изначально, когда принимались платежи, минимальные платежи за капитальный ремонт, в Республике Саха-Якутия минимальный платеж за капремонт был определен одной из самых низких в стране. Тогда как Москва принимала там порядка 10-12 рублей за квадратный метр, республика приняла, если не ошибаюсь, 3 рубля 45 копеек. Вот. Это вот то, что мы дополнительно платим по отдельным квитанциям, Да. взносов за капремонт. Да, по капитальному ремонту. И вот нехватка финансирования на сегодняшний день является одной из причин. Да, есть несколько причин. Да, это, возможно, значит, некачественное выполнение работ недобросовестными, так скажем, подрядными организациями. Да. Есть определенные сложности касаемо логистики доставки тех же самых материалов в северные арктические районы. Да, это наши обширные территории, но, тем не менее, из года в год процент исполнения самой краткосрочной региональной программы улучшается, и Министерство ЖКХ и энергетики ежегодно, значит, отчитывается о выполнении этих работ не только перед федеральным органом исполнительной власти. У нас очень жесткий мониторинг со стороны как правоохранительных органов, контролирующих органов. В этом плане ведется очень большая работа. У нас есть вопрос на горячей линии. Добрый вечер. Какие реальные рычаги влияния есть у Министерства ЖКХ и экономики на энергокомпании, работающие на территории республики, в связи с тем, что они являются подконтрольными обществами федералов? Ну, вот так сформулирован вопрос. Юрий, Якутск. Да, спасибо, Юрий, за вопрос. Да, действительно, если говорить об основных наших гарантирующих поставщиках, это компания Якутскэнерго, Саха-Энерго, да, они подконтрольные, значит, гидрогенерирующей компании Росгидро. Республика Саха-Якутия в рамках своих полномочий им согласовывать ремонтную программу, инвестиционную программу. Есть постановление правительства 977, по которому мы, как отраслевой орган исполнительной власти, как правительство, в обязательном порядке согласовываем выполнение этих работ. Те вопросы, которые возникают в ходе ежегодных отчетов органов исполнительной власти перед населением о проделанной работе, они касаются в том числе и энергетики. Эти вопросы в обязательном порядке отражаются в сводных протоколах, и при, значит, согласовании и корректировке инвестиционной программы мы максимально учитываем пожелания наших жителей и, значит, требования министерства ставим перед ними, ну, весьма, так скажем, жестко и требовательно. Я считаю, что эффективность в этом есть, и
взаимодействие с нашими энергетиками выставлено ну, на том уровне, на котором можно сказать, что эффективность работы органов исполнительной власти во взаимодействии с энергетиками есть. Вот была такая новость, что в прошлом году опыт Якутии в сфере энергосбережения признали одним из лучших среди субъектов страны. Действительно это вот было так? Да, действительно, мы, значит... И сколько денег это помогает сэкономить? Да, действительно, Республика Саха-Якутия является пионером и лидером в внедрении энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности. Если вот, как-то по-простому может объяснить, да, извиняюсь за свою банальность, если приходит инвестор, то есть энергосервисная компания, ну, давайте возьмем за пример, допустим, школу, приходит инвестор, устанавливает приборы учета, выполняет мероприятия по энергосбережению, то есть меняет окна, значит, входную группу двери, утепляет здание, цокольное перекрытие, ну и значит, крышу. Да, и, соответственно, в течение года уменьшается потребление тепловой энергии по показаниям приборов учета, и вот эту разницу инвестор значит, возвращает себе в рамках энергосервисного контракта. Устанавливается определенный срок возврата инвестиций. Значит, если инвестор успевает, так скажем, свои инвестиции отбить, да, то значит, он отбивает. Если нет, то нет. В этом плюс энергосервисного контракта. Здесь не проигрывает никто. И продавать тепло, при этом его еще и сберегать на территории Якутии весьма, значит, эффективно работает. И вот энергосервис наш республиканский, ну, можно сказать, якутский энергосервис был очень высоко оценен федеральных органов исполнительной власти. Мы вот когда участвуем в международных конференциях, да, у нас очень много субъектов Российской Федерации перенимают опыт. Мы в этом году также внесли изменения в наш региональный закон по повышению энергетической эффективности и энергосбережению. Да, и в этой связи в этом году и в последующие годы в среднесрочной перспективе, долгосрочной перспективе будет выполнено очень много работ, связанных с энергосбережением не только у потребителей, но и непосредственно у, значит, ресурсоснабжающих организаций. Потому что, по-простому говоря, если бережет тепло сам потребитель, это по сути своей невыгодно для поставщика. Если эта работа ведется совместно, то выгодно всем, вин-вин выгодно всем, да. Система вин-вин, абсолютно верно. И в этой связи мы также ставим перед собой очень такие амбициозные задачи по реализации данной программы. А говоря про задачи, которые стоят перед отраслью, вы упомянули про цифровизацию отрасли. Вот можно подробнее, что, то есть, где ЖКХ и где цифровизация, казалось бы? Да, ну, на самом деле век современных технологий не стоит на месте, да, и требует определенных тоже решений задач не только там в определенных каких-то отраслях, в том числе и в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Век цифровизации, значит, мы понимаем, ну, в части внедрения цифровизации в отрасли коммунального комплекса, это внедрение единых платежных документов, да, это, значит, переход на, так скажем, ну, для удобства потребителей, переход на мобильные устройства, да, оплата за потребленные коммунальные ресурсы, за электрическую энергию, за потребленное тепло, сделал вода. Уже Сбербанк онлайн, например. Нет, ну, Сбербанк онлайн сделал, да, но у нас нет единого платежного документа как такового. То есть за фонд капремонта мы где оплачиваем? Непонятно где, поэтому непонятно когда. Поэтому сейчас ведется работа в части объединения этих платежных документов. Да, в одну систему. Да, в одну систему. И в этом плане тоже Министерство ЖКХ и энергетики проводит очень большую работу. Буквально на следующей неделе мы, значит, организуем большое совещание на уровне руководства республики, да, по решению этих вопросов. Есть очень много идей, есть очень много мыслей, предложений по этому вопросу, поэтому мы должны сейчас консолидированно в одном направлении работать и решать эти вопросы. Ну что ж, Вячеслав Петрович, спасибо большое, что приняли участие, Павлович, что приняли участие, извините, в нашем эфире. Тем более это
первый для вас эфир в должности министра ЖКХ и энергетики Якутии. Я вас поздравляю с наступающим профессиональным праздником и желаю вам и вашим коллегам бесперебойной работы и развития отрасли. Спасибо большое. Я, Ирина Ефимова, с вами прощаюсь до завтра. Смотрите программу «Якутия Лайв» по будням в 19:15. А пока не переключайтесь, скоро в нашем эфире свежий выпуск новостей.